Сейчас будет читать лекцию Виктор Павлович Лебедев, известный человек в нашем городе, ну и просто мой любимчик Виктор Лебедев. Встречайте. Окей, дамы и господа. День, который начнется, когда ты захочешь, вспомни меня. День, когда ты уснешь, когда ты проснешься. Вот эти лекции нельзя назвать хобби. То есть, если изначально они были как какое-то хобби, как увлечение, сейчас уже нельзя так сказать, потому что, во-первых, да, я от этого получаю удовольствие, мне это нравится, и во многом это тоже труд, да, но он более ресурсный и более, наверное, увлекательный, чем там рутинная там психиатрия, которой я занимаюсь. Хотя уже сейчас вот я, к сожалению, начинаю чувствовать вот эту вот историю про то, как ты довольно привычно рассказываешь уже лекции, которые ты там рассказывал 3-4 раза. То есть ты так уже свыкся с этой ролью лектора, как я в свое время свыкся с ролью врача, так сейчас я свыкся с ролью лектора. И мне это тоже не очень нравится, чтобы вот сохранить какую-то вот эту новизну и какой-то интерес. Я стараюсь все время новые лекции читать, потому что повторять старое постоянно и на этом выезжать мне не хочется. Мне кажется, что это очень неуважительно по отношению к публике и не очень интересно лично для меня самого. Когда мне нужно обновить какую-то лекцию, я, например, беру лекцию там 2-летней давности, я понимаю, что она, ну просто я в руки себе оторвал вот сейчас, если бы я такую лекцию сделал, то здесь какой-то там, наверное, можно сказать, что профессионализм там какой-то есть, и меня уже там зовут в качестве преподавателя для других лекторов. Все равно для меня лекция — это некий такой актерский момент, и я всегда в контакте с залом. Да, лечение будет выглядеть именно так. Пока не советую батарейка в импланте. Одна из тех вещей, о которых там, я максимально жалею, на которые мне указывают люди совершенно разные, то, что я не умею отдыхать. Я иногда себя чувствую вот едущим на таком горячем велосипеде, потому что у меня очень много всего и как бы очень разнородная такая деятельность. Отдых — это прежде всего там для меня сейчас. Это время для самого себя. То есть у меня чаще всего отдых, он происходит там в каком-то одиночестве. То есть, как ни странно, я приучился отдыхать в поездках в последнее время. То есть, когда ты там в автобусе или в поезде проводишь там 9-10 часов, и ты отдыхаешь таким образом, потому что ты можешь побыть наедине с собой, там, почитать книжку, до которой у тебя руки просто не доходят, у тебя сил там нет. Там в приставку я могу поиграть, но очень редко я сейчас это делаю, чтобы, потому что надо дома находиться, а дома как бы часто не бывает времени. Да, это получается камертон, да, то есть из квартиры моего друга погибшего, то есть вещи в память о нем. Мы тогда, когда были на прощании, собственно, на годовщину, не помню, это была годовщина, по-моему, 40 дней, я не помню точно. Мы вот каждый взяли что-то из